Так, доброе утро, коллеги. Ну, пока все здесь, давайте мы, пожалуйста, начнем с департамента ветеринарии. Управление ветеринарии мы просили подойти здесь, да? К микрофону подойдите, пожалуйста. Так, расскажите нам, пожалуйста, что произошло в пункте передержки. Так, здравствуйте, Светлана Владимировна, присутствующие депутаты. Так, начальник управления ветеринарии города Якутска, не департамента. Так, 3 марта 2020 года нами получено срочное донесение от департамента ветеринарии о выявлении бешенства в пункте передержки животных. Да? На основании экспертизы Республиканского ветеринарного лаборатории. И на основании ветеринарных правил мы начали работу. То есть с 4 мы начали работу. Первое – это мы обследовали пункт передержки и подготовили пакет документов для открытия неблагополучного пункта по городу Якутск и городского округа Жатай. Так, если пройтись по хронологии, да, 4 марта провели заседание с администрацией ГО Сорокиным Романом Сергеевичем по ликвидации бешенства. Ну, то, что мы проводили работу, да, и провели акт-эпизодического исследования данного предприятия. Так, 5 в комиссии ГОИЧС тоже провели заседание именно по ликвидации, по мероприятиям по ликвидации бешенства собак. Так, 7 марта вышел приказ Департамента ветеринарии и комплексный план мероприятий по ликвидации данного очага инфекции, то есть бешенства собак. Так, за выходные дни, за 3 дня мы проработали с пунктом передержки животных. И Сколько? 3 дня, да? Ну вот эти 7, 8, 9, то есть сегодня 10, да? Так, На основании приказа департамента ветеринарии. на основании приказа департамента ветеринарии и на основании... Который вы получили 7 в субботу, да? 7, да? Мы 7, 8, 9 работали. Так. Ага. Так, и на основании комплексного плана мы уже работаем. И на основании вот клинических осмотров животных мы в данное время провели эвтаназию животных. Там, ну, это не только по клиническим признакам, но и по эпизодическим ситуациям. То есть на момент проверки было 260 собак и кошек, животных, то есть там было очень скучное содержание, там и антисанитария. И мы, управление ветеринарии, считает, что все, ну, брали мы отбор проб именно ППЖ, поэтому мы считаем, что животные, которые содержатся в ППЖ, они все контактировали, потому что невозможно найти следы именно вот больного, да, потому что это ППЖ считаем, что это инфекционный очаг, и должны вот этот вопрос пока работаем, да, вот по этому вопросу еще. Но еще идет после последнего случая, да, то есть это будет налагаться карантин на территории города Якутска и ГО Жатай. После 3-го случая? После первого случая. После 1-го случая. Да, ага.
Но Последнего, то есть. Пока мы вот это 3, да, 3 марта мы вот это последний случай именно бешенства, да. То есть 2 месяца будем работать по комплексному плану совместно со всеми органами власти, предприятиями. ну, я так понимаю, что сейчас указ главы республики о введении ограничительных мероприятий на территории города Якутска и городского округа Жатай находится на согласовании. Да. И, видимо, если не сегодня, то сегодня до конца дня или завтра мы, видимо, этот указ получим, да? Да, до этого мы должны, после выявления мы обязательно должны проработать после этого, да. Скажите, пожалуйста, Павел Васильевич, при проведении эвтаназии этих животных, вся ли документация заполнялась в полном объеме? Вы проверили это? Так, насчет ветеринарной службы, да, насчет эвтаназии мы провели, так. Ну, то есть в соответствии с В приказом соответствии с приказом департамента от 2015 года о, бланках отчетности, Да. на каждый случай или Да, все актировано. Потому что мне-то говорят, что актов нет. Нет, конечно, есть. Все акты есть? Все акты есть, какие препараты мы использовали и какие эти, все есть. А акты клинического осмотра или ведомости вы заполняли все? Конечно. В журналах все есть? Журналов нет, но есть акты клинических осмотров и акты эвтаназии. Все это есть, да? Все это есть в данное время. Скажите, пожалуйста, как вы забираете пробы, чтобы определить зараженное животное? Так, диагностика проводится именно только, то есть от падежа, да, потому что прижизненная диагностика пока не разработана, поэтому При жизненной диагностике методов нет. методов нету, поэтому мы Только именно, после эвтаназии вы это определяете? Да, после эвтаназии. Каким образом? Мы, если мелкие животные, мы отправляем полностью, да, это кошки и мелкие породы собак, а если это большие породы, да, собак, мы отрезаем голову. Вы отрезаете голову? Да. Те трупы, которые обнаружены без головы, это как раз вы пробы отбираете? Может быть, потому что там, если отобраны пробы, они, у них есть номера, и эти можете там проверить, если что. Может быть такое. Я почему спрашиваю? Потому что были обнаружены, как я понимаю, обезображенные трупы без головы. И это, является, например, основанием для того, чтобы подозревать, что животные были, подвержены эвтаназии негуманным способом, понимаете, да? Может быть. Но когда я смотрю, например, ваши сопроводительные документы, которые вы направляли, в лабораторию, да, то я вижу, что вы в лабораторию отправляете головы отсеченные. Головы отсеченные, правильно. Так, вчера, после того, как в сети появились эти сообщения об обнаружении большого количества трупов животных на территории пункта передержки, в контейнере, и повторюсь, некоторые трупы обезображенные со следами крови там и так далее, да, то я немедленно обратилась и к руководству столичной полиции, и в прокуратуру города Якутска, для того, чтобы была проведена полная проверка процедуры проведения эвтаназии. Да. Вам, департаменту ветеринарии и вашему управлению необходимо провести все-таки широкомасштабную разъяснительную работу, и наш департамент посредством массовой информации, вам в этом поможет, чтобы объяснить, что происходит. Хорошо. Почему трупы находятся в таком состоянии. О том, что бешенство на сегодняшний день очень опасное. Очень опасно, и в случае выявления, когда уже симптомы появляются, это уже смертельно опасное заболевание. Да. И животное можно вылечить или нет? Нет, в данное время. На сегодняшний день не подлежат. Таких еще...
Но сейчас главное беспокойство, чтобы значит, зараженные животные не нападали на людей и не было укусов. Да. Ну, ППЖ, как мы знаем, что в данное время она работает по отлову собак, да, именно без надзорных животных, поэтому территория города Якутска будет все равно гарантирована. Ветеринарная служба не гарантирует, что те, которые находятся на улицах по городу Якутску, да, то, что они не инфицированы. Поэтому будет все равно работа по отлову и все равно будет работа по клиническому осмотру. То же самое. Но я думаю, что когда будет опубликован указ главы республики, мероприятия, которые должны будут провести все уполномоченные органы, в том числе и орган местного самоуправления, там будут определены. Да. Ага. Так. Значит, ну, я так понимаю, что при проведении эвтаназии, значит, наблюдение со стороны общественного контроля, общественных там организаций и так далее невозможно в связи с тем, что это очаг заражения, да, или как? Да. Могут там люди присутствовать, чтобы удостовериться, что вы проводите все законно? Ну, это, скажем так, мы наложили, будет наложен карантин, да, и до этого мы дали предписание ППЖ, да, именно запрет на запрещение на посещение посторонними лицами, да, и именно вот по эвтаназии, если вопрос, да, ну, у нас квалифицированные ветеринарные врачи по требованию санитарных ветеринарных правил должны проводить только именно дипломированные ветеринарные врачи. Ну, причем в акте об эвтаназии ветеринарный врач подписывается, указывает номер своего диплома. Да, нет. Там все довольно строго, Нет, да, у вас? там у меня выходит только приказ, кто должны заниматься Нет, этим. ваш приказ о формировании комиссии я видела. Да. Вы там указали. Но вот я смотрю акты эвтаназии, здесь указывается и фамилия, имя, отчество в акте об эвтаназии. Да. Врача. Угу. Образование, диплом, значит, контракт, должность, с какого ветеринарного учреждения и так Ну, далее. если будут в акте, так не должно быть. Если Нет, я читаю приказ департамента ветеринарии вашего. не, ну, Как должен выглядеть акт? И причем он должен составляться в 4 экземплярах. да, 4 экземпляра. Один Но из них- там дипломы не пишутся, потому что Один из них вы должны передавать нам, один экземпляр акта, да, муниципалитету. не муниципалитету, а именно ППЖ. Ну, пункт передержки Да, животных. пункты передержки. Из работников пункта передержки животных кто присутствует при эвтаназии? Так, кинолог присутствовал в данных мероприятиях. При всех случаях. Да. Без присутствия должностных лиц мы не проводим, то есть вот, хозяев. Так, директор пункта передержки, садитесь, пожалуйста. Директор пункта передержки здесь? Так, ну, тогда директор жилкомсервиса. Какие меры на сегодняшний день вы приняли? Добрый день, уважаемые коллеги. Как управление ветеринарии уже сказало, 3 марта был выявлен вирус бешенства. В связи с этим пунктом передержки животных был выполнен ряд предписаний управления ветеринарии, а именно все работники пункта передержки и лица, которые осуществляют там отдельные виды работ, были привиты антирабическими вакцинами, был произведен их клинический осмотр, произвелась санитарная уборка территории пункта передержки животных, приобретена специальная одежда. Из основных мероприятий это все. Ну и также, конечно, мы выполнили предписание управления ветеринарии и попытались исключить посещение людьми пункта передержки животных, но, как мы знаем, вчера не совсем это удалось, да, ряд зоозащитников, волонтеров все-таки проникли на территорию карантинного объекта.
А как они проникли туда? Сломали калитку, забор и проникли на территорию ППЖ. Прям сломали калитку, забор и прошли. Да. По этому факту мы обратились в правоохранительные органы. Отдел полиции номер 3 прибыл на место происшествия. Были взяты объяснения с лиц, которые участвовали в проникновении. Вот, в настоящий момент ведется проверка. Ну, ясно, ладно, садитесь. Так, ММУ Якутская, пожалуйста. Что по этому поводу можете сказать? Значит, по данному факту наша, значит, следственно-оперативная группа вчера выезжала. Материал мы собрали в полном объеме. Сейчас проведутся на этой неделе ряд мероприятий. Нам нужно получить полностью всю документацию с ветеринарии. И потом будет принято процессуальное решение. Пока только так. Будете ли вы принимать решение о проведении независимой экспертизы? Потому что люди сомневаются, что бешенство было вообще. Они считают, что, значит, департаментом ветеринарии, значит, представлены недостоверные данные о наличии бешенства на территории городского округа город Якутска. А вопрос, кто будет эту экспертизу проводить? Если у нас единственное управление ветеринарии, а остальное, если куда-то отправлять, значит, это платно. За чей счет? Ну, понятно. Управление ветеринарии. Где еще проводят, значит, подобные экспертизы? Это же лицензированный вид деятельности. Ближайшее где? Иркутск? Ну, заявления в прокуратуру поступили о том, что, вероятно, сфабриковано наличие бешенства для того, чтобы всех убить. Понимаете, да? То есть нужно доказать или одно, или другое. Я в данном случае, как глава городского округа город Якутск, заинтересована в полном и объективном рассмотрении данного дела. Значит, если есть бешенство, то это, конечно, большая угроза для жителей города Якутска. Если его нет, ну, это как бы другой разговор. Ну, давайте обсудим, мы, может быть, окажем вам содействие, потому что мы больше всего заинтересованы в том, чтобы выяснить. Ну, посмотрим, как еще будут меры прокурорского реагирования, как бы в комплексе рассмотрим. Хорошо, спасибо. Евгений Александрович, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 11 пожаров, 2 пострадавших в частном секторе. Значит, на сегодняшний день количество пожаров составляет 126, в прошлом году 138, гибель 4, в прошлом году 4, травмированных 6, в прошлом году 5. Работаем в штатном режиме. Доклад закончен. Спасибо, Ким Алексеевич. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом проведено 15 проверок, из них планово 4, внепланово 11. Протоколов о административных правонарушениях составлено 15. Жалоб и заявлений граждан рассмотрено 7. Профилактических обследований по деревянному жилому фонду выполнено 17. Проинструктировано 61 человек. Доклад закончен. Спасибо. За истекшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 42 преступления, из которых раскрыто 27. Процент раскрываемости 64,3. На пульт оператор 02 поступило 1898 сообщений. Значит, по системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировано 5 совершенных административных правонарушений, раскрыто 3 преступления. Со 2 по 9 на территории было проведено 6 массовых мероприятий, 4 спортивных, 1 публичное, 1 культурное, в которых приняло участие 6186 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 36 сотрудников, 10 сотрудников ОМОН, ЧОП «Гром», ЧОП «Азум». Значит, спецприемник помещено 42 административных правонарушителя. Работаем в штатном режиме. Доклад окончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. Значит, оперативная обстановка на обслуживаемых объектах транспортного комплекса города Якутского гарнизона осталась стабильной и под постоянным контролем служб управления. Значит, за отчетный период зарегистрировано 8 КСП,
с признаком состава преступлений 8. Значит, все они раскрыты. Значит, выявлено административное правонарушение 207. За нарушение правил поведения на транспорте 13. С помощью видеокамер наружного наблюдения 17 административных правонарушений. Наложено административные штрафы на сумму 46 тысяч рублей. По докладу все. Спасибо. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий. Из них 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранений получили 6. Так, из них по видам это столкновение 2 произошло и 4 наезда на пешехода. В целях профилактики ДТП выявлено 1200 правонарушений, из них 16 в отношении трезвых водителей. На спецстоянку доставлено 53 автомашин. За тонировку стекол привлечено 75 водителей. По выявленным недостаткам эксплуатационного состояния улично-дорожной сети составлено 18 актов, выдано 9 предписаний. По пассажирским перевозкам проведено 4 рейдовых мероприятия совместным указанным Министерством транспорта, в ходе которых составлено 17 административных материалов, из них 9 в отношении должностных лиц, 1 юридическое лицо и 7 физических лиц. Также в праздничные выходные дни сотрудники госавтоинспекции проведены рейдовые мероприятия и обеспечены безопасным режимом. Доклад закончен. Спасибо. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 27 проверок. По результатам проверок наложено 17 штрафов на сумму 64 тысячи рублей. 2 материала переданы в другие надзорные органы. Продолжается работа у нас в округах города в рамках трехмесячника по санитарной очистке и по обращениям граждан. Спасибо. Доброе Сергей утро. Александрович. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. За 10-ю неделю зарегистрировано 3005 случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 5,9% выше недельного эпидемического порога. В городском округе в течение 10-й недели решения о частичном приостановлении учебного процесса принимались в 2 школах. Это школа номер 6 и школа номер 29. Таким образом, на 10-й неделе не посещали занятия 107 учащихся в 2 школах. В течение 10-й недели не посещали занятия 57 детей в одном детском саду по причине частичного закрытия отдельных групп, 2 групп в одном детском садике. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошедшую неделю рассмотрено 21 административных дел об административном правонарушении в отношении 10 должностных лиц, 6 индивидуальных предпринимателей, 5 юридических лиц. Назначено 2 предупреждения и наложен административный штраф на общую сумму 123 700 рублей. Доклад окончен. Спасибо. Так, пожалуйста, Якутдорстрой. Доброе утро, Сардан Владимир, доброе утро, коллеги. Предприятия, значит, работают у нас в усиленном режиме. За прошедшую неделю было вывезено порядка 54 тысяч кубов снега. Из них, значит, силами предприятия было вывезено 18 тысяч с половиной. И сторонние организации тоже у нас усилились. Порядка 34,5 тысяч они вывезли. Значит, с октября месяца вывезено более 300 тысяч кубов. Из них 227 тысяч силами предприятия. Значит, приступили мы к работам по пропуску талых вод. Значит, по лоткам в данный момент идет работа в районе улицы Ильминской, по Рыдзинского. Значит, взялись за приямки. Ну и приступили к пропарке трубопровода по улице Песчаной. Значит, на противогололедные мероприятия задействовали порядка 1200 кубов песка. Вкратце все. Ясно, спасибо. Якутская кассеть. Доброе утро, уважаемые участники совещания. Предприятие работает в усиленном режиме. За прошедшую неделю было вывезено 14 тысяч кубов твердокоммунальных отходов. Вот. В целом ситуация стабилизирована. Готовимся к трехмесячнику. Сложная ситуация остается на неблагоустроенном, частично благоустроенном фонде, где отсутствует разделение жидких отходов от твердокоммунальных отходов. В связи, в свою очередь, Якутская кассеть составляет соответствующие акты и направляет в надзорные органы, а также ведет работу с управляющими организациями. Коротко все. Спасибо. Жилкомсервис.
За прошедшую неделю было вывезено более 17 тысяч жидких бытовых отходов. На городской полигон было принято более 18 тысяч кубических метров отходов. Продолжаем уборку твердых коммунальных, мерзлых отходов из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда. Испытываем с этим весьма большие трудности ввиду отсутствия финансирования, которое необходимо для поддержания санитарной очистки города в надлежащем состоянии. Вкратце все. Максим Макарович, Роман Сергеевич, внесите мне, пожалуйста, информацию, как в ближайшее время вы планируете поддержать предприятие. Так, департамент градостроительства. Доброе утро. Департамент градостроительства на прошлой неделе отработал в плановом режиме. Вынесено 4 распоряжения о сносе самовольных построек. Принято участие в совещании при прокуратуре города Якутска по защите обманутых дольщиков. На совещании взято на контроль еще дополнительно 3 объекта. На этой неделе мы планируем совещание по берегоукреплению совместно с ЛБВУ. И все пока. Так, значит, было поручение департаменту градостроительства, когда вы были в отпуске, значит, обновить письма от ресурсоснабжающих организаций в части охранных зон под 6 и 7 корпусом Можайского. Поскольку поступило обращение от жителей, что они имеют информацию от ресурсоснабжающих организаций, что, значит, сети перенесены, на сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей, которые находятся в этих нежилых корпусах, нет. Поэтому, пожалуйста, это поручение поднимите, кое-какие письма там были, все, что необходимо, доберите, надо, значит, посмотреть, что там. Так, ну и Короленко 25, значит, на особом контроле. Сейчас у нас, получается, застройщик предпринимает какие-то действия, которые ведут к затягиванию процесса. Есть ощущение, что он не заинтересован в вводе дома в эксплуатацию, всяческими способами затягивает принятие решения. Так? Так. Соответственно, значит, с департаментом СМИ тоже надо работать, людям объяснять, что происходит. Потому что в конечном итоге виноватыми будем мы с вами. Хорошо. Несмотря на то, что все это время мы стараемся идти навстречу застройщику и каким-то образом все-таки приводить его документацию в соответствие. Но, тем не менее, на прошлой неделе у вас прошло совещание в прокуратуре же, да? Да. Позиция прокуратуры довольно жесткая. Да, жесткая. Потому что на сегодняшний день, пока этот объект не имеет документы, это, по сути, объект самовольного строительства. Так, Евгений Николаевич? Де юре. Но понимая ситуацию, в которую попали более 500 семей, значит, которые приобрели квартиры в этом доме, конечно, мы стараемся каким-то образом это урегулировать. Но заинтересованности со стороны застройщика мы не наблюдаем. Так, и, значит, вам совместно с другими подразделениями заинтересованными необходимо принять решение, значит, о консервации земельного участка, который находится на, значит, Петра Алексеева 2. То есть там в этот котлован же начинает вода стекаться, правильно? Угу. Надо какое-то техническое решение найти, посмотреть, как с этим быть. Либо же обязать, значит, застройщика, который допустил, значит, вот такие изменения в земельном участке, которые ведут к оттайке грунтов, привести все в соответствие. Хорошо. Найдите юридическое и техническое решение. Так, и по проезду к домам 24/2 Родзинского. Какая-то там стройка началась. Я давала поручение проверить. Да, мы за выходные выяснили, значит, там ведутся работы, пока застройщик документы полностью не предоставил, сегодня обещал предоставить земельные работы по выносу инженерных сетей, а так застройщик, это АО ДСК, планирует строить многоквартирный дом. Проверьте все, потому что при планировке территории, мне кажется, там не учли интересы тех домов, которые построены чуть дальше, и действительно к довольно большому дому узкий проезд. Я об этом говорю уже не первый месяц. Хорошо. На контроль возьмите. Ну и по объектам самостроя, значит, реестр вы обновляете же, да? Да, постоянно обновляем. Сколько сегодня в реестре значится у вас самовольных объектов? Больше 200. Больше 200. Так, ладно, садитесь. Управление архитектурой. Доброе утро. За прошлую неделю по градостроительной документации мы провели заседание комиссии. Это мы готовим к апрельской сессии.
К тому моменту мы доработаем те вопросы, которые у нас не прошли по сессии марта. По проектам планировки провели заседание рабочей группы. По формированию комфортной среды отрабатываем по нашим приоритетным объектам. По Парку Победы у нас еженедельно проходит штаб Евгения Николаевича. Отрабатываем по дворовым территориям, по корректировке проекта дворовых Каландаршвили, Амосова. И по солдату Туймада отрабатываем. Там у нас вопрос, конечно, немножко открытый. Да, вот, оказывается, данная скульптура отлита, не отлита, а уже собирается к отлитию из чугуна в Челябинске. Изготовлена форма в гипсе, но есть вопросы у автора комплекса Андросова Ивана Степановича по образу этой скульптурной композиции. Поэтому мы на этой неделе, на днях проведем градостроительный совет и замечания представим Министерству Арктики. Управление архитектуры республики, пожалуйста, обязательно привлеките к работе совета. Хорошо. Так, 24 марта нам необходимо провести депутатские слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Вот тот вопрос, который у нас, значит, вызывает споры. Значит, пригласите экспертов, каких необходимо, подготовьте, значит, визуальные материалы для того, чтобы было понятно, о каких идет речь. Поднимите старые документы относительно зонирования центра города, где не допускается, значит, высотная многоэтажная застройка. Эти все документы у вас есть. Все подготовьте масштабно, чтобы на все вопросы депутатов ответить. И в апреле месяце давайте мы с вами запланируем, значит, широкое общественное рассмотрение и обсуждение, значит, наших планов по внесению изменений в генеральный план города. Мы говорили с вами о том, что это возможно, значит, оформить в рамках, значит, расширенного градостроительного совета с приглашением научно-технического совета, обязательно с приглашением депутатов Якутской городской думы. Приглашайте, значит, ресурсоснабжающие организации для того, чтобы в комплексе показать, какая работа уже проведена, какая работа будет проведена в ближайшее время, перспективы развития. Но генеральный план города – это основной документ, который, значит, рассматривает развитие нашей территории. Так, и поэтому здесь надо как бы периодически эту работу проводить, потому что у людей возникает ощущение, что генерального плана нет, что работа не ведется, поэтому все заинтересованные смогут принять участие. Также надо предусмотреть онлайн-трансляцию для того, чтобы те, кто не сможет участвовать в большом зале окружной администрации, чтобы могли в онлайн-режиме посмотреть, как проводится работа. Так, хорошо. Садитесь. Управление дорог. Доброе утро. На прошлой неделе управление отработало в штатном режиме, проводится работа по выдаче муниципальной услуги. Также на прошлой неделе разработали 18 схем объездов дорог в рамках реализации национального проекта. Проводится работа по внесению изменений в паспорт региональной дорожной сети. Осталось у нас устранить вопросы по местам концентрации дорожно-транспортных происшествий, которых у нас в городе 7 штук. По вашим устным поручениям были направлены служебные записки, это по маршрутам и по движению там, 41-го маршрута, в частности, там, по несоблюдению интервала. На этой неделе предстоит большая работа по также паспорту, внести конкретно вот, последние изменения по МКДТП, и в принципе можно будет отправлять в Росавтодор для согласования. В округах и пригородах, когда начнете обсуждение проектов? Ну, мы уже получили от округов ряд предложений, когда и где проводить, но в ближайшее время мы план-график составим. Но руководители округов уже в курсе, когда и где. Охват у нас более широкий будет, чем в прошлом году. Ну и с учетом того, что когда проходила встреча с предпринимателями, там также ряд предпринимателей подняли вопрос, поэтому в данную рабочую группу предпринимателей также включим. Да, вам непосредственно с департаментом предпринимательства нужно будет очень четко отработать по нестационарным торговым объектам, да. Потому что объекты будут перемещаться. Значит, посмотрите договоры на предмет в случае реконструкции, каким образом мы должны действовать, значит, наверное, предоставлять равнозначно или как мы должны там действовать. Посмотрите все по документам, потому что, ну, вы понимаете, что
На сегодняшний день, повторюсь, около 30% пополнения бюджета идет за счет деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому ущемлять мы их, конечно, не должны. Принято. Максимально их интересы предусмотреть, где это возможно. Так, значит, хорошо, главстрой. Доброе утро. Прошлая неделя относительно планово у нас также прошла по объектам, по дорогам. Значит, из плановых мартовских работ по объявлениям у нас состоялся один конкурс. Значит, 3 закупки мы направили в ОМЗ, на этой неделе должны выйти. И 5 у нас оставшиеся на март месяц в экспертизе находятся. Замечания по 3 поступили, по сметным части отрабатываются. Ну, по объектам соцсферы у нас на прошлой неделе также были проведены совещания на уровне и с участием вот Евгения Николаевича и Галины Геннадьевны. Ну, вопросы там, значит, были обсуждены и меры приняты у подрядчика, так как я тоже докладывался немножко по усилению работ. На выходные мы проверили, есть необходимость еще усиливаться все-таки сегодня. Они отставание вот это 10 дней еще не наверстали? Нет, еще не наверстали. Но не увеличили они его? Не увеличили. Так и есть 10 дней, да? Да. Так, ладно. Обновленную информацию по, значит, тому, как вы отторговываетесь по дорогам, мне внесите, пожалуйста. Хорошо. Так, пожалуйста, Евгений Николаевич. Доброе утро, Сардана Владимировна. Доброе утро, коллеги. В дополнение сказанное скажу следующее. Значит, в штабном режиме продолжается работа по аэропортовой зоне, по Парку Победы, по проспекту Ленина, по объектам БК-2020. Значит, по объектам БК-2020 31 улица запланирована в этом году. По 6 улицам аукционы состоялись, муниципальные контракты будут подписаны. 9 улиц ожидаем контрактацию в марте месяце. Ну и остальное у нас идет на апрель. То есть мы в плановом режиме к апрелю месяцу должны будем подписаться по всем контрактам, что является в нашем календарном плане. Так и запланировано. Значит, по социальным объектам на контроле 3 объекта: Вилюйский тракт, Толстого, Кангаласы. На прошлой неделе состоялись совещания, выезды. На этой неделе в таком же режиме работаем. Значит, есть ряд вопросов, но на контроле все, находимся в графике. Также на прошлой неделе состоялось совещание в Минстрое по зданию федеральной налоговой системы, которая планируется на Дзержинского 44, 46, 48, 50. Есть, значит, выработана идея того, как это сделать в 2021 году. Значит, дома эти все признаны аварийными, но они стоят в этапе 2025 года. Значит, Минстроем предложен механизм, мы занимаемся сейчас его, скажем так, его подведением в 2021 год. Если это будет возможным, то мы в этапе 2021 года постараемся, значит, подготовить земельный участок для того, чтобы были произведена Поднимите, пожалуйста, какие были договоренности с налоговой службой относительно передачи городу Якутску в случае строительства, когда будет построено здание, тех объектов, которые они сегодня занимают, потому что это типовые детские сады, которые очень необходимы городу Якутску. Значит, там, вероятно, были какие-то договоренности, надо поднять, посмотреть. Вот, и, да, Губина и 200 ровок, на этом моменте мы должны заострить внимание. Значит, также состоялось совещание по предоставлению жилья сотрудникам МВД у Бычкова Кирилла Евгеньевича, зампреда республики. Значит, вопрос тоже требующий более тщательного изучения, потому что по выработанной дорожной карте, значит, мы должны будем передать в оперативное пользование, составить, значит, на наш спецжилфонд. При этом непонятно, значит, на какие деньги мы должны сейчас эксплуатировать этот спецжилфонд. Ясно, ясно. Просьба, как мы с вами разговаривали, внимательно отнестись крайне внимательно отнестись к проекту «Проспект Ленина». Прежде чем вы этот проект будете принимать в работу, все-таки я думаю, что нужно будет каким-то расширенным составом его утвердить. Объект мало того, что протяженный, он еще как бы технически будет очень сложный, поскольку большое количество коммуникаций, как по вдоль самого проспекта, так и на пересечениях, перекрестках, объект будет очень сложный.
Если мы пойдем тем технологическим путем, как мы делали улицы до этого, Петра Алексеева, например, да, протяженная тоже довольно улица, то ремонт может затянуться на 2 года, как мы с вами рассчитываем. Поэтому здесь нужно принять принципиальное решение, значит, по этапам производства работ. Мы не можем главную артерию города Якутска перекрыть на 2 года. Ни для бизнеса, ни для жителей, ни для кого это не хорошо, если мы в центре города будем иметь стройку на протяжении довольно длительного времени. Да, то есть наибольшая техническая сложность по проспекту Ленина является сетью водоканала, коллектор 52 года, значит, глубина расположения от 3 до 10 метров колодцев, и это идет по всей протяженности проспекта Ленина 20 колодцев, то есть, ну, очевидно, 20 колодцев? 20 колодцев. Очевидно то, что в рамках реконструкции проспекта Ленина нам так или иначе надо приводить сети в должное состояние, чтобы это осталось, ну, максимально долго и качественно. Ну, это будет большая, хорошая, правильная работа по замене, значит, вот этого вот участка, да, но канализации, водоснабжения. Но, повторюсь, значит, мы не должны парализовать город. Да, да. Смотрите кусками, участками, или как вы это будете делать, не знаю. Ну и по проекту надо будет с людьми обсуждать, чтобы всем понравилось. Это же подарок к столетию Якутской АССР, поэтому нужно оформить так, чтобы, ну, все всегда довольны не бывают, но чтобы большинство было довольно представленным проектом. То есть это будет небывалая работа, которая, значит, еще в городе не производилась в рамках дорожных работ. Пожалуйста, Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе состоялась встреча при прокуроре города Якутска с участием природоохраны, прокуратуры, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Якутской сети, ну и также наших предприятий города Якутска, это как Жилкомсервис, по вопросам своевременной санитарной очистки, вывоза и уборки отходов с территории города, ну и также мер ответственности по данному вопросу. Были обсуждены ряд вопросов проблемных, по которым нашли определенные решения. Также на прошлой неделе состоялось 2 комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были обсуждены и решены ряд вопросов, связанных с эксплуатацией ветхих аварийных многоквартирных жилых домов, ну а также вопрос по недопущению распространения болезней бешенства на территории города. Также на прошлой неделе у нас состоялся еженедельный штаб по санитарной очистке с участием руководителей территориальных органов управления, где было обсуждено текущее состояние дел, а также были обсуждены проблемные вопросы, ну и сделан уклон на необходимость усиления в ряде вопросов работы. Также в рамках трехмесячника состоялся у нас объезд по городу в субботу в автодорожном, Сайсашском и пригородном округах и в селе Табага. В принципе, замечания те же, что и на прошлой неделе были по другим территориальным органам управления у нас выявлено. Это немалое количество наледей под многоквартирными домами, а также необходимость усиления очистки крыши от снега и вывоза, соответственно, данного снега, как сброшенного с крыши, ну и также с прилегающей территории многоквартирных жилых домов и частного сектора. У нас с вами сроки уборки снега, значит, определены до 1 апреля. Совершенно верно. На сегодняшний день процент исполнения сколько по городу в целом? Процент где-то порядка 25%. Так, у нас с вами осталось чуть больше полумесяца, да? Да. Разговаривали с управляющими компаниями. Многие управляющие компании сделали акцент, что буквально в ближайшие дни прошли снегопад, и, соответственно, на этой неделе начинает усиление работы по вывозу снега. Прогноз погоды какой по снегу? Смотрел на ближайшую неделю, вроде как не обещают особо. Амирхан Мухарбекович, данные вам предоставили новые? Пока нет, да? Хорошо, хорошо. Так, главы территориальных органов управления, просьба, значит, обращать особое внимание на уборку снега управляющими компаниями. Не везде с крыш убрали. Сейчас начнется потепление, начнутся сосульки, поэтому это очень опасно для людей в первую очередь. Ну и мы с вами обнаруживали факты, значит, несоблюдения техники безопасности при уборке снега с крыш, поэтому с управляющими компаниями в ежедневном режиме, пожалуйста, работайте. Павел Николаевич. Доброе утро, коллеги. Все структурные подразделения и муниципальные учреждения окружной администрации работали
на прошлой неделе в штатном режиме, особо замечаний по их работе нет. На текущей неделе, с сегодняшнего дня, начинаются отчеты исполнительных органов власти в городе Якутске. В этом году эти отчеты проводятся немного в другом формате. Так, с 10 по 13 марта во всех территориальных наших органах управления будет производиться прием граждан исполнительными органами государственной власти. Время приема граждан определен с 2 часов до 6 часов вечера. И итоговый отчет 16 марта у нас пройдет в здании технопарка в Высшей школе менеджмента в 17:00. В этих приемах граждан будут участвовать также, помимо с представителями органов, исполнительных органов власти, также заместитель главы и все руководители наших территориальных органов управления. График приема граждан по нашим управам и пригородным селам уже утвержден, подготовительная работа произведена. Кроме того, 11 и 12 марта у нас проводится аттестация муниципальных служащих. Всего пройдет аттестацию 92 человека проходит. На прошлой неделе у нас проведен первый этап аттестации, это тестирование. Так, кроме того, на текущей неделе, на 15 число, у нас запланировано проведение традиционного уже мероприятия «Крымская весна». Она пройдет в 12:00 на площади Дружбы народов. Как уже было сказано, 15 марта. Также на этой неделе у нас с пятницы по воскресенье проходит финальная часть конкурса «Молодежь, энергия и развитие», сокращенный МЭР. Первый этап данного мероприятия проведена на прошлой неделе, это тестирование. Второй этап работы, это у нас собеседование, пройдет сегодня. И третий этап, групповая работа, вот как раз, как я уже сказал, с пятницы по воскресенье будет проходить. Так что текущая неделя у нас очень насыщенная. Так, уважаемые главы территориальных органов управления, обращаю внимание на беспрецедентную для города Якутска акцию, когда правительство республики будет проводить прием граждан на местах. Пожалуйста, обеспечьте, чтобы наши жители все, во-первых, эту информацию узнали о том, что будет прием граждан, как можно больше людей могли поднять свои вопросы. Но здесь будьте, внимательны, от вас тоже требуется предварительная подготовка, чтобы люди подходили с вопросами по полномочиям, чтобы они не шли с вопросами, которые решаете вы или решаем мы на уровне окружной администрации, а шли с теми вопросами, которые требуют решения именно на уровне правительства. В противном случае этот прием граждан, он будет неэффективным. И на самом деле люди будут задавать вопросы, которыми вы ежедневно занимаетесь, поэтому предварительную работу надо провести, для того, чтобы это было максимально полезно для жителей города Якутска. В частности, по землям сельхозназначения, в частности, по резервированным землям, в частности, по землям для сельхозтоваропроизводителей. Егор Гаврилович, то, что ваши люди ставят постоянно вопросы. Вот такие комплексные вопросы, Марха, видимо, вы пойдете со своим саталом, с резервированием земель под железную дорогу и так далее, чтобы людям объяснили, как будут работы происходить. Да? Поэтому вот такие вот большие вопросы, которые касаются правительства республики. Наверное, пойдут многодетные мамы с субсидиями на жилищно-коммунальные услуги. Ну вот такие группы вопросов, вы знаете. Так, хорошо. Андрей Анатольевич. Доброе утро. По основному нашему заданию город трудовой доблести Сергей Михайлович находится в Москве, вышел на центральный архив с трудом, там очень сложно все, но тем не менее он остался в командировке еще на неделю. То есть документ у нас будет на руках, поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем уже работу по сбору остальных документов. Пантелеймон сегодня идет в архив по героям Советского Союза, все остальное. И нам необходимо, наверное, начать сбор подписей с населения в поддержку нашего заявления в адрес главы и руководства Лтумена по поводу нашего статуса города. Хорошо. То есть это общественная палата инициирует такое мероприятие. Хорошо.
Хорошо. Департамент по работе со СМИ, пожалуйста, значит, свяжитесь с Сергеем Михайловичем по срокам, значит, как нам это заявление оформить, пункты сбора, где это будет происходить, онлайн это можно сделать, или это надо сделать физически. То есть вот эти все вопросы надо, Роман Ярославович, обсудить и как можно скорее это сделать. Спасибо. Максим Макарович, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе провели комиссию по антитеррористической защищенности объектов торговли и предпринимательских объектов, и в том числе рассмотрели вопрос с выступлением Роспотребнадзора по недопущению завоза коронавируса и проведения дезинфицирующих мероприятий. Обратили внимание гостиниц, торговых центров, пунктов общественного пребывания людей и Союз авто. Так, провели комиссию по неналоговым доходам, откорректировали планы сборов по Департаменту жилищных отношений, Агентству земельных отношений и Департаменту имущественных земельных отношений. Завершили работу комиссии по народному бюджету, рассмотрены и утверждены 21 проект, который получит поддержку наших. Принял участие в совещании правительства Белозерова по согласованию земель границ лесного фонда. Также в Минэкономике был рассмотрен вопрос проекта государственно-частного партнерства по строительству школы в 68-м квартале. Упор был сделан на объекты теплоснабжения. Свои предложения мы озвучили согласно схеме теплоснабжения, которая у нас утверждена. У меня все. Свяжитесь, пожалуйста, с Министерством финансов, проконтролируйте ситуацию по проектам, которые внесли жители города Якутска на поддержку по программе ППМИ. Как у нас там продвигается, у кого баллы добираются, у кого чего не хватает, потому что на прошлой неделе выборочно я некоторые объекты проверяла, даже хорошие объекты с высокой степенью реализации возможной, да, они набрали мало баллов, поэтому, может быть, опять там какие-то неожиданности. Просьба это проверить, и все-таки резкий, значит, скачок, ну или скорее даже доллара, там, да, и падение рубля. Прошу просчитать с Департаментом экономики те риски, которым подвергается, значит, экономика города Якутска. Значит, если необходимо принять сейчас какие-то меры, значит, прошу внести, значит, предложение. Альберт Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Завершилось заседание сессии Якутской городской думы. Решение 14-й очередной сессии опубликовано в газете «Эхо столицы». Хотелось бы напомнить руководителям структурных подразделений, ответственным докладчикам, что в соответствии с положением о взаимодействии Якутской городской думы и окружной администрации на заседаниях Якутской городской думы докладчиками выступают только первые лица, руководители подразделений. В случае отсутствия по уважительной причине просим писать официальные уведомления. Постоянные комиссии начнут рассматривать свои плановые вопросы. Сегодня мы направим график комиссии на март месяц. Прошу всем структурным подразделениям подготовиться заранее по своим плановым вопросам. Я знаю, что есть структуры, которые не придерживаются регламента и вносят материалы день в день. Прошу обратить на это внимание. 24 марта мы планируем провести депутатские слушания по правилам землепользования и застройки. Просим ответственных запланировать свое участие. Также информирую вас о том, что на апрель месяц у нас запланировано депутатские слушания по генеральному плану города. 24-27 марта все председатели постоянной комиссии будут принимать участие во втором съезде представительных органов Республики Саха-Якутия и будут представлять городской округ города Якутск. График комиссии верстается с учетом данного мероприятия. Также хочу сообщить, что сегодня в 18:00 в актовом зале средней общеобразовательной школы номер 25 состоится мой отчет перед населением как депутата по автодорожному избирательному округу. Были направлены письма Максиму Макаровичу и руководителям структурных подразделений с приглашением. Прошу принять участие. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, значит, ну, как прозвучало в информации коллег, значит, все-таки
существует вероятность того, что коронавирус достигнет и города Якутска в том числе. Поэтому профилактические мероприятия, особенно в учреждениях образования, в учреждениях культуры, на спортивных объектах, местах массового скопления людей, профилактические мероприятия и соответствующую дезинфекцию, все эти работы необходимо проводить. Павел Николаевич, в связи с отпуском Натальи Романовны, это все ложится на вас. Поэтому план мероприятий я жду с исполнением. В принципе, мы встречу уже провели, до руководителей всех учреждений информация доведена, но теперь надо проследить, чтобы все мероприятия выполнялись. Особенно просьба к общественному транспорту. Если необходимо, давайте посмотрим возможность привлечения специализированных организаций для каких-то особо сложных участков. В частности, поступило предложение от фтизиатрии, потому что они могут оказывать платные услуги. До сведения предпринимателей и так далее эту информацию надо доводить. Следующее. Все-таки ситуация с бешенством. Мы сегодня ждем указ главы Республики Саха-Якутия. Соответственно, все мероприятия, которые необходимо в этой связи провести, Роман Сергеевич, совместно с санитарной комиссией необходимо будет разработать. Санитарная очистка. У нас с вами продолжается санитарная очистка города. Просьба, Роман Сергеевич, Максим Макарович, еще раз повторяю, посмотреть финансовое состояние предприятия «Жилкомсервис», потому что только их силами на сегодняшний день мы убираем неблагоустроенный жилой фонд. И для нас это исключительно важно. По уборке снега, несмотря на то, что сроки до 1 апреля, просьба ко всем территориальным органам управления работу в данном направлении усилить. И напоминаю, мы с вами начинаем подготовку к отчетам правительства республики перед жителями города Якутска. Мероприятие важное, нужное для наших жителей, поэтому должным образом необходимо население города оповестить и постановочные вопросы, какие необходимо внести. Удачной всем недели, всего доброго.